Здравствуйте. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в Якутии на 20 октября. Елена Фреймовна, о текущей ситуации в республике. Добрый день. Действительно, сегодня в Республике Саха-Якутия, как и по всей стране, остается напряженная ситуация по новой коронавирусной инфекции. Свыше 11 600 случаев сегодня зарегистрировано на нашей территории с начала пандемии. Всего за последние сутки выявлено 133 случая, из них 84 в городе Якутске и также в 17 районах нашей республики. Наибольшее количество зарегистрировано в Мегино-Кангаласском 6, в Жиганском, в Мирнинском по 5 случаев, в Алданском и Нерюнгринском по 4. Сегодня система медицинских организаций увеличила количество коечного фонда практически на 30% от мая текущего года, когда у нас был пик наибольшей заболеваемости. Сегодня на всей территории республики развернуто 2518 коек, занятость сегодня составляет 60%. Кроме того, хотелось бы сказать, что вышел указ 13 числа, практически больше недели ему, главы 1470, который рекомендует всем лицам, у которых есть контактные случаи с заболевшими любыми острыми респираторными вирусными инфекциями оставаться на удаленном формате работы дома. Это говорит о том, что сегодня мы видим основную статистику. Количество заболевших регистрируется именно в офисных предприятиях, в бюджетной сфере. Поэтому мы рекомендуем всем лицам все-таки сохранять и обезопасить себя и близких, максимально самоизолироваться, соблюдать основные правила. Это ношение масок, это соблюдать дистанцию и, конечно же, проводить дезинфекцию как, собственно, помещений, своих жилых помещений, ну и ношение дезинфектантов, орошением рук. Хотелось бы сказать, что сегодня очень много поднимают вопросов по поводу раннего выхода на карантин, на каникулы детей. По статистике сегодня заболеваемость среди школьников и дошкольного детского населения не превышает показателей прошлого года. Конечно, у нас имеются случаи в некоторых районах, когда главы принимают решения, и это сегодня им позволительно, в том числе отдельным директорам школ и классам. Если заболеваемость превышает 20% в организованной группе, они могут переходить либо на дистанционный формат работы, либо на карантин, либо на калькулярное время. В целом же ситуация по заболеваемости детским населением стабильная. Растет у нас заболеваемость ОРВИ и грипп среди взрослого населения. Но надо отметить, что достаточно хорошо у нас проходят профилактические мероприятия по вакцинации. Сегодня практически 97% по республике от представленной вакцины Минздравом Российской Федерации исполнено. Еще раз хотела бы пожелать беречь себя и своих близких и соблюдать простые правила. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Далее смотрите. 9-й международный форум «Открытые инновации» начал свою работу. Что обсуждают участники? Производство 6С внедряют на предприятиях «Алроса». Зачем нужна эта система? Открытый турнир по масс-рестлингу прошел в Москве. Кто вышел на пьедестал почета? 9-й международный форум «Открытые инновации» начал свою работу. В этом году он впервые проходит в онлайн-формате. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума пожелал им конструктивного и содержательного общения. Деловая программа форума «Открытые инновации» включает свыше 100 сессий с участием более 400 российских и зарубежных экспертов. Сегодня состоится пленарное заседание. Спикеры обсудят траектории выхода из кризиса и рецепты восстановления экономики на локальном и глобальном уровне. Также на форуме традиционно будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в сфере инноваций. Сегодня Всемирный день статистики. Именно она показывает, как развивается страна и общество, позволяет выявить проблемы и определить точки роста. За последние десятилетия Россия серьезно изменилась технологически. Цифровизация начала заполнять все сферы жизни. Еще в 2010 году лишь 10% населения получало госуслуги в электронном виде. Теперь же каждый второй пользуется цифровыми сервисами для получения госуслуг. Аналитики уверены, что именно перепись проверит готовность Росстата к вызовам нового времени. Напомню, всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля следующего года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.
Требования по обеспечению безопасности аэропортов утвердил Кабмин. В документе речь идет об аэровокзалах, аэродромах и многих других транспортных сооружениях. Согласно постановлению, на этих объектах должны быть созданы специально оснащенные мобильные группы быстрого реагирования, а также организовано видеонаблюдение и ручной досмотр. Руководство этих объектов должно провести оценку их уязвимости и представить результаты этого мониторинга на утверждение Федеральное агентство воздушного транспорта. Затем необходимо будет составить план, который должен включать порядок проведения досмотра граждан, груза, багажа и ручной клади. На предприятиях «Алроса» дает плоды производства 6С. Эту систему, цель которой организация комфортного рабочего места, внедряют с лета. На одном из участков, где проект успешно работает, побывала Ирина Балкова. Сортировка материалов, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование своего рабочего места и промбезопасность. Основные принципы системы производства 6С. Одними из первых, кто подхватил эту идею в Удачинском ГОКе, работники участка пылевентиляционной службы подземного рудника имени Федора Андреева. Илья Савченко, горнорабочий, раньше много времени уделял в поисках необходимой детали или материала. Сейчас все стало намного проще. Мы обратились к начальству, что нам надо где-то организовать свой склад, потому что все по выработкам более искать было не то что сложно, по времени очень затратно. Примерно объяснили, как нам нужно хранить материал, где эскизы. И вот что у нас получилось. Намного и времени теперь меньше уходит, все находится в одном месте. Весь материал, который нам нужен. Чтобы правильно организовать работу по программе 6С, все руководители участков прошли обучение. После об основных принципах этой системы рассказали своим подчиненным. Работники поддержали инициативу. Составили мероприятие и график, который выполняли. В результате получилось вот то, что получилось. То есть организованное место хранения материалов в доступности от рабочего места, то есть не надо никуда ходить, к стволу, допустим, там за 1,5 километра, а все находится в непосредственной близости. Трубы, арматуры, аншлаги, таблички, в общем, все, как говорится, на своих местах. Имеется даже вот такая вот специальная дорожка, которая указывает место передвижения человека. Иными словами, производство 6С внедряется на предприятиях «Алроса». Инициативу по организации рабочих мест подхватили другие участки и цеха Удачинского ГОКа. Сами же работники участка пылевентиляционной службы стараются продолжить совершенствовать рабочее пространство, чтобы работать эффективно, а самое главное – с удовольствием. Ирина Балкова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Рособорнадзор не рассматривает вариант сдачи ЕГЭ в следующем году в дистанционном формате. Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что в настоящее время нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно. Он напомнил, что до ЕГЭ еще несколько месяцев, и отметил, что экзамены в 2020 году прошли на достаточно высоком уровне. Вспышек коронавируса во время проведения единого экзамена не было. По словам Музаева, разговоры о проведении ЕГЭ в следующем году по сценарию 2020 года преждевременны. Президент России Владимир Путин выразил благодарность доцентру кафедры математики Института математики и информатики СБФУ Никифору Павлову за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов. Распоряжение главы государства размещено на официальном сайте Кремля. Громогласные ЧЕ на этих выходных дали старт многочисленным поединкам по перетягиванию палки в Москве. Открытый турнир по масс-рестлингу состоялся на базе столичного педагогического университета. Соревнования прошли в рамках студенческих игр боевых искусств. В масс-рестлинге участвовали 5 регионов, включая Якутию. Кто же вышел на пьедестал почета, знает Айсена Бурнашова. В этот день на помосте встретились рестлеры из Москвы, Якутии, Смоленской, Московской и Владимирской областей. Соревнования прошли в стандартном формате до победы в 2 раундах одного из участников. Для мужчин турнир прошел в 4 весовых категориях от 70 до свыше 105 килограмм.
Перетянуть удачу на свою сторону решили и представительницы прекрасного пола. Они соревновались в абсолютной категории. С серьезными намерениями на помост вышли московские спортсмены. Павел Семченко 3-й год занимается масс-рестлингом. В этот раз участвовал в категории богатырей до 105 килограмм. 2 первенства России за спиной, и взрослые турниры уже, и призовые места там, и то и сё. Но это атмосфера. Главное, что это атмосфера, и есть возможность чувствовать себя частью чего-то большого и спортивного, что немаловажно. Львиную долю рестлеров, сразу 6 участников, представила Владимирская область. У нас в Суздальском районе в детско-юношеской спортивной школе открыта секция именно масс-рестлинга. Это прекрасный вид спорта. То есть детям очень он нравится. Даже кто первый раз приходит и потом, извините за выражение, за уши не оттянешь. Несмотря на подготовленность спортсменов, якутским рестлерам, воспитанникам Егора Кудрина и Ивана Белолюбского все же не было равных. Правильная техника, опыт и грамотные выходы в стойку дали о себе знать. Триумфаторами в категории до 70 килограмм стали Дмитрий Ноев и Эрел Сивцев. Ребята заняли 1-е и 3-е места. Их соперники Тамерлан Схвитаридзе и Дмитрий Герасимов вышли на 2-е и 3-е позиции. Один в финале был подготовленный парень, но я не знал, чуть не ожидал от него такого. Но ожидал от своего земляка, что мы выйдем оба в финал, а оказалось, он его победил. Масс-рестлингом я занимаюсь уже около 5 лет. Сегодня я занял 2-е место, встретился с якутскими спортсменами, с 2 в полуфинале и финале. Я очень рад, потому что никогда не занимал призовые места масс-рестлинга. Поэтому очень рад. Да, буду тренироваться, дальше буду бороться. Как можно больше соревнований буду участвовать. Пальма первенства также досталась Бегенч Раджепову, Дмитрию Носареву и Петру Семченко. Среди женщин 1-е место заняла Наталья Короленко. С этого дня Всероссийская федерация масс-рестлинга официально вступила в Российский студенческий спортсоюз. Это значит, что турниров по перетягиванию палки в Москве станет больше. Соревнования уже вошли в календарь следующего года. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.